торжественный гром. В новолуние ездили на Енисей и брали воду для обрядов. Июль! В июле проводили жертвоприношение хозяйки лекарственных трав МСЧ. В июле мы празднуем День Республики и самый любимый праздник Тум-Пайрам. Молодоженов к свадебным мероприятиям. Завершалось строительство юрт. Срубы под крышей являлись необходимым атрибутом при оценке благосостояния семьи свахами. Ширсуғжыларыбыз, базоқ шасқы шиті, на күн төреді, шылпазының, на күннің, на шасқының алыстып шабыз. Здравствуйте! Мы приветствуем Чилпазы! Новый год по хакасскому календарю! С новым солнцем и началом весны поздравляем вас! Чистый голос золотой кукушки по белому тасхылу разнесся. Начало года повернулось, голова змеи развернулась. Белого тасхыла золотые пуговицы расстегнулись. Золотой горы 6 дверей распахнулись. Вершина месяца соскользнула, сдвинулась. Старый год свой виток завершил, Новый год о новом витке возвестил. Сегодня, в день празднования Чилпазы, открываются створки небесных ворот, и на землю возвращаются чаяны, духи окружающей нас природы. Көрік айының шибіргі бірінші күнінде азылша тигірнің алтын халқазы. Шерзер айланчалар шаяннар, біз удурлапшабыз шаяннарны, біздің шоның кибірінің ортудып. Мы встречаем чаянов паром горячего мяса. По обычаю предков угощению чаянам преподносят дети. Для торжественного открытия праздника Чилпазы на сцену приглашаются
глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин и главы муниципальных образований республики. На сцену приглашаются члены Президиума Республиканского совета старейшин. ИЗНР. Добрый день, дорогие земляки! Поздравляю всех жителей и гостей Хакасии с самым весенним национальным праздником Чилпазы. Я рад, что мы возродили традицию всенародно отмечать важнейший для хакасского народа праздник, который для всех означает приближение тепла, а для сечан – начало полевых работ. Чилпазы традиционно сопровождается проведением ярмарки и выступлениями национальных творческих коллективов. Нам есть чем гордиться. У нас замечательные артисты, умело показывающие свою глубину, мощь и красоту культуры древнего народа. Так совпало, что сегодня в нашей стране отмечается профессиональный праздник День работника культуры. Я от души поздравляю всех, кто трудится в этой сфере. Спасибо за вашу любовь к нашей малой родине и стремление нести добро и положительные эмоции. Спасибо за такие прекрасные праздники, где мы можем видеть ваши яркие и искренние выступления. Для всех желающих, не только для Хакасии, да, спасибо. В Хакасии трудолюбивые фермеры и сельхозтоваропроизводители, которые, не покладая рук, возделывают землю и ведут хозяйство, чтобы произвести для нас с вами свежие, безопасные, вкусные продукты питания. У нас замечательная солнечная республика, которой мы по праву можем гордиться. И главная ценность этой земли – это добрые, мудрые, гостеприимные, трудолюбивые люди. Я рад видеть здесь наших уважаемых старейшин, глав и делегаций муниципальных образований, молодежь, гостей республики. Еще раз поздравляю всех с праздником мира и достатка вашему дому, счастья и радости в каждой семье. С праздником, республика! Андрееву Юрию Геннадьевичу, заместителю исполняющего директора по производству Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез». Гончарову Андрею Николаевичу, начальнику участка разреза Черногорский, Общество с ограниченной ответственностью СУЭК Хакасия. Награда вручается Панкову Владимиру Васильевичу, машинисту экскаватора Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез». Лугину Андрею Николаевичу, машинисту экскаватора разреза Черногорский, Общество с ограниченной ответственностью СУЭК Хакасия.
за высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры Республики Хакасия почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия» присваивается Субраковой Ольге Павловне. Спасибо большое. Слово для поздравления предоставляется первому заместителю председателя Республиканского совета старейшин хакасского народа Петру Ивановичу Воронину. Арлых манжилар, Абакан город шуктажилары, Пазапыстың үліккүннің азжилары, Хакас шөнінің, Улукчобының адының, Прай чуремның, Алгыстапчам сыраны Чилпазының. Дорогие друзья, жители города Абакана и гости нашего праздника, от имени Совета старейшин хакасского народа сердечно поздравляю вас с праздником Чилпазы. В дни весеннего равноденствия с весенними лучами солнца мы чувствуем пробуждение природы, радость обновления, начало нового этапа в нашей жизни. Чилпазы – это праздник, который олицетворяет собой веру в будущее, счастье, надежду на лучшее, ожидание чего-то нового, дает нам приток энергии и сил сделать еще больше на благо и процветание нашей любимой Хакасии и великой России. Чем веселее и краше отмечается Чилпазы, тем щедрее одаряет нас наша земля. От всей души желаю всем радости, любви, здоровья и благополучия. Пусть каждый день приносит мир, согласие, стабильность и гармонию в вашей семье. Праздника счастливых хазых поларга алгапщам. Мы благодарим за поздравления. Изен болсын Үктигір, изен болсын Күнжар, изен болсын Чонжақсы. Началынан алқыстап жамсырырны, тигірлерің өсік болсын. Кейбір қостыры, амбыс прайлары, отты азыр диртелер, оттың сұрналар, ол біздің сіздері бізді, өсік чаян құдайлар бұсара парфирер. Уважаемый Виктор Михайлович, уважаемые главы муниципальных образований, члены президиума Республиканского совета старейшин, Алгасчи приглашает вас пройти к священному огню для участия в обряде кормления огня. По изначальной земле сизый дым широко разнесся. Дух хозяин земли, угощаем вас. Дух хозяин славного жилья и священного очага, крепкой силой наделите нас. На 9 поколений нерушимое благополучие обустроите. На 8 поколений непоколебимое счастье обеспечьте. Отыз-тістік отыны, қырық-тістік қысыны, көктегірнің қады түрезің, қара жернің бірге түрезің. Қызыл жалның жабылғызың, қызыл көсінің төсенгізің, қара қызын қатықшысың, күн өрткізің, күзетшізің. Сенің зұрынып, сені адырып жабыз, пүл бұчылды, астамапс айды сықсың. Тайғы жестегі тыпыламы өссін, суғыларыбыз таспас болсын, жазыларыбыз көйбес болсын. Маларыбыз қамыл қозылсын, маларыбызға түл қосылсын, атарыбыз жүгірік болсын, жоныбыз өңнік болсын, үстеріміз көптел тұрсын. Өбекелеріміз бізге бұтынжың қоларыбыз болсын, бұрынғыларыбыз бізге
жарқын жұлдыздарымыз болсын. А сейчас мы просим Алгыши исполнить обряд поклонения священной березе Пайхазан. Всех участников обряда кормления огня приглашаем пройти за Алгыши. На березу Пайхазан вы повяжете чаламан с пожеланиями благополучия на Новый год. Анды Илбек Хакас кейбір қостыры Пайғазыңдар сұрынырға ертеді. Өзің читқазың, жарат сендер Пайғазың жүлі айланарға. Ақсағыз кісінің, ақ көзі кісінің құрынырға. Силиктен ширин Хакасиям Алтын тағыларын Шағырапша Прай ширемни Саға берер бір Ширин әңнінсе Кәңлім сарынапша Народа
присваивается почетное звание «Человек года 2016» с вручением нагрудного знака, удостоверением к нему и ценного подарка. Кочелаковой Светлане Антоновне, учителю русского языка и литературы Красноключинской общеобразовательной школы Бейского района за высокий профессионализм, большой вклад в обучение детей хакасскому языку. В 2016 году Светлана Антоновна стала лучшим учителем хакасского языка в Республике Хакасия и победила в номинации «Сельский учитель» Всероссийского мастер-класса учителей родных языков в городе Москве. Светлана Антоновна, просим вас остаться на сцене. Почетное звание «Человек года 2016» присваивается директору Аскизского лицея-интерната имени Михаила Ивановича Чебодаева, Араштаеву Евгению Николаевичу. Почетное звание присваивается за значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса руководимого им лицея-интерната, что позволило лицею в 2014-2015 годах дважды войти в топ-200 лучших школ России, а в 2016 году в топ-20 лучших школ Республики Хакасия по работе с одаренными детьми. За высокий профессионализм, вклад к снижению заболеваемости туберкулезом детей и подростков, почетное звание «Человек года 2016» присваивается врачу-фтизиатру высшей квалификации участкового фтизиатрического кабинета Саяногорской детской поликлиники имени Людмилы Дмитриевны Ганичевой, врачу-педиатру отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Чаптыковой Евдокии Архиповне. Евдокия Архиповна в 2016 году стала победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший врач первичной специализированной помощи». За многолетний добросовестный труд в области охраны здоровья населения награда присваивается врачу-психиатру высшей квалификации Саяногорской детской поликлиники имени Людмилы Ганичевой Балкуновой Людмиле Павловне. В 2016 году Людмила Павловна стала победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший врач первичной специализированной помощи». За большой вклад в развитие спорта в Республике Хакасия почетное звание присваивается заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Хакасия, мастеру спорта СССР по вольной борьбе, старшему тренеру спортивной школы Олимпийского резерва имени Владимира Ильича Чаркова Чучунову Владимиру Гавриловичу. В 2016 году воспитанницы Владимира Гавриловича показали следующие высокие результаты. Воспитанница Малышева Наталья, мастер спорта России международного класса, член основного состава спортивной сборной команды Российской Федерации, стала чемпионкой России в городе Санкт-Петербурге, победителем первенства Европы в Болгарии, победителем Кубка Европейских наций в Румынии, заняла третье место в международных турнирах Бразилии и Монголии, победила в открытом Кубке России в городе Чебоксары. А также его воспитанница Саражакова Надежда, мастер спорта России, член спортивной сборной команды Российской Федерации, заняла 5-е место на чемпионате России город Санкт-Петербург и 3-е место на всероссийских соревнованиях среди студентов город Москва. Еще одна воспитанница Тюмерекова Мария, кандидат в мастера спорта, победила на первенстве России среди девушек в городе Абакане, заняла 2-е место на первенстве мира в городе Тбилиси и 1-е место на международном турнире Гран-при в Германии, 3-е место на международном турнире в Швеции, 1-е место на всероссийских соревнованиях среди девушек до 18 лет в Башкирии. Кроме того, по итогам 2010-2014 годов Чучунов Владимир Гаврилович признан лучшим тренером Республики Хакасия. За высокие достижения в спорте почетное звание «Человек года 2016» присваивается кандидату в мастера спорта России, члену спортивной
сборной команды Российской Федерации по спортивной женской борьбе юниорского состава студентки второго курса училища Олимпийского резерва Асачаковой Алене Аркадьевне. В 2016 году Алена Аркадьевна заняла первое место в чемпионате Республики Хакасия по спортивной вольной борьбе. Первое место на первенстве Сибирского федерального округа, Красноярский край. Второе место на всероссийских соревнованиях среди девушек до 20 лет в городе Салавате, Республика Башкортостан. Первое место на региональном турнире памяти заслуженного тренера РСФСР и СССР Владимира Ильича Чаркова в городе Абакане. В связи с тем, что Алена Аркадьевна в настоящее время находится на тренировочных сборах в городе Сочи, награду получил ее тренер, заслуженный тренер России Марат Семенович Кичеев. Почетное звание «Человек года 2016» присваивается заведующий сектором нестационарного обслуживания в Центрально-Абаканской городской библиотеке Баргаяковой Миле Михайловне. В 2006 году Миля Михайловна, будучи еще не замужем, создала приемную семью, взяв на воспитание 3 несовершеннолетних племянников. В 2016 году приняла на воспитание еще 3 несовершеннолетних внучатых племянников, оставшихся без попечения родителей. Миля Михайловна большое внимание уделяет образованию подопечных. Дети посещают кружки, занимаются в спортивных секциях, их награждают дипломами и грамотами. Теплые семейные отношения стали основой того, что дети называют ее мамой. Почетное звание «Человек года 2016» присваивается многодетной маме из города Абакана Стародубовой Ларисе Васильевне. В 2016 году вместе с мужем Лариса Васильевна взяла на воспитание 3 приемных детей в возрасте от 3 до 7 лет, оставшихся без попечения родителей. Исполняет обязанности опекуна на безвозмездной основе по договору о приемной семье. Кроме того, с 2002 по 2013 годы она была опекуном в отношении 2 детей, которые в настоящее время являются совершеннолетними. Необходимо отметить, что кроме приемных в семье воспитываются еще и 7 своих детей. Итого в семье 10 детей. Почетное звание «Человек года 2016» присваивается многодетной маме из аала Мохов Усть-Абаканского района Чертыковой Татьяне Ивановне. Семья стала приемной в 2003 году, когда на воспитание было взято 2 ребенка в возрасте 2 и 4 лет. В 2016 году семья взяла на воспитание еще 2 мальчиков 6 и 16 лет. Кроме того, в семье есть 3 своих детей. Почетное звание «Человек года 2016» присваивается долгожителю из села Черное озеро Ширинского района Тачеевой Анне Федоровне. 10 июля 2016 года Анне Федоровне исполнилось 100 лет. Она является тружеником тыла, вдовой участника Великой Отечественной войны, реабилитированной. Была репрессирована в 30-е годы 20 века, сослана в Боготол. Во время войны с 2 детьми вернулась в Хакасию, где в большой семье свекрови из 15 человек помогала растить племянников мужа и ждала его возвращения с войны. Родила и воспитала 5 детей. В настоящее время у Анны Федоровны 8 внуков, 10 правнуков и 2 праправнука. В силу возраста и дальнего расстояния места жительства Анна Федоровна, к сожалению, не смогла прибыть на наш праздник. Поэтому получил награду Абдин Николай Романович, председатель Ширинского района Совета старейшин, который вручит Анне Федоровне нагрудный знак, удостоверение к нему и ценный подарок в торжественной обстановке на территории района. Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Мы поздравляем их с этим прекрасным днем и с удовольствием вручаем заслуженные награды. Орденом за благие дела Республиканского совета старейшин хакасского народа награждается руководитель Хакасской образцовой хореографической студии АЯС Центра культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева, заслуженный работник культуры Республики Хакасия Киштеева Фаина Ивановна.
за развитие танцевального искусства, работу среди детей и молодежи, сохранению и развитие национальных хакасских традиций. Орденом «Гордость рода» награждается директор культурно-досугового центра Чирым-Тынызы, села Верхташтык Таштыкского района Тюмерекова Надежда Николаевна за вклад в развитие культуры Таштыкского района, многолетний добросовестный труд, проведение мероприятий и праздников, посвященных сохранению традиций и обычаев хакасского народа. Орденом «Гордость рода» награждается директор Есинского сельского культурного комплекса, объединяющего Есинский дом культуры, Усть-Сесинский и Сафроновский сельские клубы, Албутова Надежда Алексеевна. За вклад в развитие культуры, активную работу среди молодежи, качественную работу творческих коллективов, народного танцевального коллектива «Бисеринки», победителя районных республиканских конкурсов, фольклорного коллектива Усть-Сесинского сельского дома культуры. Орденом «Гордость рода» награждается директор Пейского районного досугово-методического центра Толмачева Елена Николаевна за вклад в культуру Пейского района, проведение традиционных районных мероприятий, активную работу по участию учреждений культуры в получении грантов. А мы на общее фото. Хорошо.